героев, чьи неизвестные имена навеки их взяла с собою в свой край, неведомый война. Они находят, устанавливают личности и с почестями придают земле останки героев. Межрегиональная вахта памяти «Малгобекский рубеж-2021» подошла к концу. В ходе раскопок поисковыми отрядами найдены останки 5 бойцов. Опознать их, к сожалению, не удалось. Но пролежав не один десяток лет в сырой земле, советские солдаты наконец обретут покой в братской могиле. И все благодаря слаженной работе поисковиков из нашего региона – Астрахани, Перми, Чечни, Северной Осетии и Ставропольского края. Вы, поисковики, своим трудом поднимаете эти останки, поднимаете еще раз, доказываете всему миру и восстанавливаете их честное имя защитников Родины. Это тоже большой труд. В это вы вкладываете все свои знания, умения, усилия. Огромное спасибо вам от нашего города, тех, кто приехал к нам и трудится здесь. Благодаря нашим с вами дедам, прадедам мы можем отдать сегодня эти почести, чтить их каждый день, произнося их имена вслух или просто в памяти. Так давайте никогда об этом не забудем, потому что никто не забыт, ничто не забыто. В 1943 году здесь, на Терском хребте, прошли ожесточенные бои за Малгобек. По некоторым данным, во время Малгобекской оборонительной операции погибло более 120 тысяч человек. Кроме них, поисковики находят личные вещи бойцов – пуговицы, каски, также гильзы, гранаты и обломки военной техники. Здесь мы в основном работали на склонах, где были переходящие, как нам местные ребята объясняли, переходящие позиции. По 3-4 раза переходили от наших бойцов к немцам. Вот на склоне мы нашли 2 бойцов, был также найден фрагменты самолета, были найдены тоже. Это в первый же день у нас раскопок был найдены. Жалко, конечно, тех ребят, то, что медальонов не находим, и приходится нам как бы делать их неизвестными. Но мы думаем, что им всегда говорим вечная память и вечная слава тем героям, которые погибли ради нас, чтобы сегодня мы радовались этой жизни. Межрегиональная вахта памяти – мероприятие ежегодное. За 3 года на Терском хребте смогли найти останки около 40 бойцов. Это заслуга поисковиков, которые на протяжении недели работали на этих склонах, которые буквально напичканы осколками, гильзами. Это говорит о том, что здесь действительно проходила страшная война. Поисковая работа – колоссальный труд и моральный, и физический. Он позволяет сохранить историческую преемственность для всей страны и для отдельных семей. Благодарю всех за это великое дело. Поисковики не теряют надежды найти имена родственников погибших солдат, обнаруженных и в рамках этой вахты памяти. Найти их через архивы страны надеется и Беслан Тачиев, юный армеец в поисковом движении всего год, и участие в раскопках принимал впервые. Мы делаем доброе дело, находим солдат и их семью, чтобы они не остались без всякой памяти. Они же умерли за свою же родину. Участие молодого поколения при поисковых работах очень важно, отмечает Азат Галиев. Через такие акции они узнают чуть больше о непростой странице истории, Великой Отечественной, и осознают, какой ценой доставалась победа в далекие 40-е. Причем помнить подрастающему поколению нужно не только солдат, ковавших победу на фронте, но и о тех, кто работал в тылу, уверены поисковики. Раньше ты как думал, на войне был, значит, герой, если в тылу, значит, не воевал. А в тылу-то было намного сложнее, чем на фронте. То, что мы узнаем, то история, что 12-14-летние дети работали на станках по 10-12 часов. Даже вот наши коллеги рассказывали, вот где выпускали сказки, город Лысьево. Там дети просто даже умирали за станками. Вот вечером они ложились, там у них какие-то отработанные материалы или что-то, там отравляющие газы выделялись, и ребят даже умирали. Вот такие моменты. После торжественной части теперь главный момент – предание останков земле. Перезахоронение проходит с положенными военными почестями. Огонь! Собрать воедино обрывки истории и установить всех героев Великой Отечественной – именно такую задачу ставят перед собой участники межрегиональной вахты памяти. Пусть пока имена многих воинов окутаны неизвестностью, поисковики намерены приложить все усилия, чтобы восстановить справедливость. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.